Чеченский сайт Грозный-Информ сообщает, в разных источниках Мелхисту называют на свой лад Мелхиста, Малхиста. Так или иначе, этот край вызывает большой интерес специалистов, как и людей, далеких от исторической науки. По многочисленным данным, первый источник, проливающий свет на быт мелхистинцев, книга о Чечне, вышедшая в 1859 году. Ее автор А.П. Берже отмечал, чеченцы, обитающие на долине, живут большими аулами, дома у них турлучные, внутри чисто, опрятно и светло, комнаты нагреваются каминами. У горных чеченцев, живущих в верховьях Аргуна, где в лесе, чувствуется большой недостаток, дома каменные. Чеченцы, живущие в верховьях Аргуна, живут гораздо беднее, отмечал А.П. Берже. Как упоминается в исследованиях ученых, помимо трудных природных условий, народ жил в атмосфере межродовой вражды. Может быть, поэтому мелхистинцы обладали весьма воинственным нравом, предполагают специалисты. А вот как их описывает российский ученый, доктор исторических наук Ян Чеснов. Работа среди мелхистицев убедила меня в том, что они действительно потомки наиболее сильного в военном отношении подразделения войнахского этноса арстхойцев, карбулаков. Издревле они населяли северокавказскую равнину. Глубоко в горах, в Мелхисте, между верховья Аргуна и Мэшихи, они оказались, вероятно, во время опустошительных походов Тамерлана по Северному Кавказу и здесь включили в себя исконно горское войнахское население. В горах мелхистинцы не утратили воинственный нрав, они же укрывали Орджоникидзе от поимки царской охранкой, поясняет ученый-историк Ян Чеснов. Смотрите источник, сайт Грозный-Информ. Статья «Знаки мелхисты. Молодежная смена».